тебе дают там $1 000 000. Нокаутом складывал всегда срочно. Да я бы здесь вот так, да я бы там вот здесь. Вот. Эй-хоу. Чувствуется легкая ненависть. Это работа, которую я выполняю. У нас таких черных поясов по карате полтально, по-моему. Денис, привет. Привет. Мы здесь, потому что тебя по праву можно называть с большим отрывом лучшим бойцом ММА из Эстонии. И сегодня мы будем говорить о том, как ты к этому пришел, как у тебя получалось побеждать лучших бойцов мирового уровня, и как обычный парень из Эстонии заявил о себе на международной арене ММА. Итак, сколько тебе лет? Полных 30 лет. 30 лет. То есть недавно был юбилей. Да. Отлично. 1 апреля. И сколько было тебе лет, когда ты принял решение, что ты будешь профессиональным бойцом по смешанным единоборствам? 2004 год. Когда я увидел впервые Pride, уже не существующей такой федерации по боям без правил, и увидел бои Федора Емельяненко. Зацепило меня тогда больше всего то, что я знал, что он дзюдоист и самбист, потому что я сам занимался дзюдо. С фанатизмом, с очень большим фанатизмом дзюдо занимался. И увидел, как он дерется, что у него все получается. И тогда я решил, что тоже, когда наступит возраст, когда я сам смогу принимать такие решения, когда буду совершеннолетним, от родителей не будет зависеть это все, начну заниматься боями без правил, смешанными единоборствами. Вот ты уже немножко ответил, но давай еще задам тебе вопрос. Каждый спортсмен, который приходит в мир ММА, у него уже есть какая-то база. Кто-то боксер, кто-то борец, там джиу-джитсер. Вот твоя база какая? Моя база борцовская, дзюдо, самбо. Я с 12 лет занимался дзюдо и самбо, пока школу не закончил. В принципе, можно сказать, что и сейчас я продолжаю также приходить на тренировки, бороться. Но уже так сильно не усовершенствую свою технику в дзюдо и самбо. У меня черный пояс по дзюдо. По любителям, как спортивная карьера, любительская, она в дзюдо и в самбо. У меня было лет 10. Я был и членом сборной, и по юношам, и по юниорам. Но на чемпионат мира и Европы по дзюдо я так и не отбирался, отобраться не мог. А по самбо катался. Мира, Европа. Но Кубки мира и по дзюдо были. В общем, довольно долго я боролся по дзюдо. Но я понимал уже в какой-то момент то, что изучаю я дзюдо для того, чтобы использовать его потом в боях без правил в клетке. Сколько нужно времени, чтобы получить черный пояс по дзюдо? На самом деле немного времени нужно. Можно просто заучить кату, основные движения, поехать и сдать на черный пояс. Но, знаете, есть такая, так скажем, уважение среди спортсменов, что считается, что черный пояс нужно заслужить. И, коричневый я заслужил точно, это перед черным, потому что я выиграл чемпионат Эстонии среди юниоров. За это присваивали, можно сказать, коричневый пояс. Но я на все пояса сдавал, и на черный я тоже сдал. Если вас интересует именно пояс, то можно даже особо не заниматься, не выступать на соревнованиях, а просто пойти и сдать. У нас таких черных поясов по карате полтально, по-моему. Хорошо. Какое достижение в своей любительской карьере ты считаешь самым значимым? Самыми значимыми, наверное, у меня чемпионаты мира и Европы по кикбоксингу, федерации ВАКа, самой сильнейшей федерации. Бронза с чемпионата Европы, бронза с чемпионата мира. 2 серебра с чемпионата Европы по боевому самбо. Бронза с чемпионата мира по боевому самбо. И бронза с чемпионата мира по спортивному самбо. Вот это, я считаю, самые. Кстати, на одном из чемпионатов Европы по боевому самбо ты в финале дрался
с учеником или не с учеником, но с одноклубником Емельяненко Федора Кириллом Сидельниковым. Ученик Федора Емельяненко, его даже называли Бэйби Федор. Да, бился. На самом деле очень хороший опыт. Но всегда забавные истории, потому что очень уверенно я шел до финала. Нокаутом складывал всегда срочно. Потом попал под волну наших ребят, которые ездили вместе со мной. Я такой человек, мне нельзя ограничивать. Мне нельзя говорить, не делай это, не делай то. Мне нужно, наоборот, говорить, иди, делай все, что ты хочешь. И тогда можно выиграть. А если ограничивать в чем-то, например, мне сказали, не лезь в борьбу. Ну, почему не лезть в борьбу? Ну, вот я, например, чувствую себя уверенно в борьбе. Уверенно. В борьбе с курткой чувствую себя уверенно. И в тот момент, вот я считаю, что можно было выиграть этот чемпионат Европы. Но из-за того, что я боялся сблизиться, я стал вторым. Ну, на самом деле, вообще не обидно. Мне очень понравился этот чемпионат Европы. И это был мой первый такой выстрел. На самом деле, было очень, даже не побоюсь этого слова, круто. Переходим к профессиональной карьере твоей. Насколько я помню, твой первый значимый бой, о котором многие говорили в Эстонии, был в 2010 году против Алика Цейка. Вот такой значимый. И на тот момент, я думаю, он был таким, знаешь, самым, я бы сказал, устрашающим спортсменом ММА в Эстонии. То есть он уже был на хорошем счету, про него многие говорили, он был хорошим бойцом. И, скажем так, наверное, все и думали, что он в том бою должен побеждать. Расскажи, но победил ты. Расскажи, как ты к этому бою настраивался ли, переживал, или наоборот? К бою с Аликом, думаю, как и у него, как и у меня, настроиться не получилось. Потому что мы оба должны были биться с другими бойцами. По-моему, он с финном, а я с латышом. И только за день до боя, до боев, до взвешивания, нам сказали, что бойцы не приедут, и мы будем драться друг с другом. Согласны ли мы? Готовились мы совершенно под других оппонентов. Я должен был просто с ударником драться каким-то латышом. Алик я не знаю с кем. Но мы согласились, что подеремся. Причем, мы друг друга уже знали, естественно. Поэтому настроиться особо перед боем времени не было. Тем более я тогда работал в охране с ночной на ночную. С ночной работы пришел, подрался и на ночную работу пошел. А сам поединок, конечно, как сказать, люди, которые находились в зале, на этом раю, по-моему, 4-й раю был, запомнили этот бой больше всего. Им понравилось, потому что действительно была хорошая, так сказать, битва. И Алик хорошо держался, и я хорошо держался. И вообще очень у меня уважительное отношение к Алику. И очень жаль, что сейчас он уже не дерется. И я считаю, что его поездка в Америку его загубила, и там в Штатах его загубили, потому что он сильный парень, и именно свое самое главное качество – силы он там потерял из-за этой весогонки. Заставляли его гонять в 77 килограмм, это уже не то. Скорости такой природной у него нет, чтобы драться в этой весовой категории чувствительности. А для того, чтобы выступать полутяжи, у него есть бешеная сила. Ну, как вышло, так вышло. Кстати, ты немножко сказал о том, что ты работал охранником. Я знаю, что ты также работал какое-то время спасателем. Да. Кстати, как долго? Спасателем я работал с начала 2013 года. 3 года я проработал спасателем, пока у меня не родился первый мой сын. И при этом ты уже выступал на профессиональном уровне? Очень был сложный момент тогда, потому что я проходил обучение в Вейки-Мария, город, под Раквере. И тогда у меня было важное гран-при. Я выиграл гран-при Selection в М1. 3 поединка. И меня записали на гран-при М1 2013 года тяжеловесов. Там была бешеная 8. Тренироваться было в тех условиях очень сложно. Все, что я делал, это бегал, плавал и бой с тенью выполнял. Перед боем с Ибрагимом в Москве. У нас был главный бой. Был очень ответственный момент, но несмотря на все сложности, которые тогда были, я справился с этим боем
успешно. То есть, ты говоришь, бегал, плавал, то есть, получается, на тот момент у тебя тренера по ММА не было? Или был сам себе тренером? Я учился в другом городе, в Эйкимаре. Там не было ни тренеров, там даже груши не было, чтобы постучать по груше, ни лап, ничего. Я приезжал на выходные домой, и вот в субботу мне удавалось только один день поработать по лапам, и я в воскресенье уезжал обратно на обучение. Так и проходили где-то 2 месяца подготовки перед поединком с Ибрагимом Ибрагимовым. Давай как раз-таки поговорим о твоем участии в промоушене М1 и о турнире M1 Selection. В 2011 году ты начал участвовать в самом большом промоушене России М1 и принял участие в отборочном турнире тяжеловесов M1 Selection, в котором в итоге и победил. Расскажи, насколько ты тогда был уверен в своих силах и как ты настраивался на бои такого уровня, имея за плечами всего 2 профессиональных боя по правилам ММА? Ну, если говорить честно, вот вопрос, насколько я был тогда в себе уверен, бешено был в себе уверен. Вообще, настолько был в себе уверен, что у меня аж мурашки сейчас по коже пошли, если честно. Вообще вся эта история попадания в М1, это, я могу сказать, это большой труд и везение. Мне просто повезло, что на чемпионате мира по боевому самбо я встретил Александра Коршунова, это главный тренер клуба «Самбо Питер». Ему понравилось, как я дрался. Ну, на турнире мне ничего не сказал. Потом встретились в аэропорту, он просто спросил меня, что ты хочешь? Просто спросил, а я ему ответил, я хочу быть чемпионом по боям без правил. Он говорит, хочешь, знаешь, что такое М1? Я говорю, да. Хочешь там драться? Я говорю, да. Я даже не верил, что это происходит. Он попросил мой номер телефона. Я думал, ну, просто попросил, и все на этом закончили. Через неделю мне прислали контракт. Я появился на сайте MixFight в M1 Selection в Гран-при. Я просто был от счастья. На тот момент я должен был первый бой свой проводить с Магомедом Маликовым. Готовился к поединку, а Маликов взял и вырубил Александра Емельяненко за 10 секунд в первом раунде. И мне поменяли бойца, но я об этом не знал. Но я очень грамотно готовился к М1. Я сделал чемпионат мира себе по ВАКа, на котором... ВАКа — это кикбоксинг. ВАКа кикбоксинг. И выиграл 2 поединка. Один нокаутом, другой был очень серьезный бой с французом, в котором я повредил ногу. У меня были трещины в ноге, и я снялся. В итоге стал 3-м, занял 3-е место. Снялся я потому, что мне через неделю, я чувствовал, что у меня серьезная травма, я свой организм чувствую. Я знаю, что у меня не ушиб, я знаю, что у меня там перелом. И через неделю мне нужно было лететь на чемпионат мира по боевому самбо, где я точно так же дрался, боролся, занял 3-е место, выиграл 3-е место. И через неделю, весь на травмах, я поехал на M1 Selection. Но я, конечно, не рассчитывал, что я буду весь на травмах. Но это как раз-таки говорит о том, что я уверен был в себе на все 100%. Уверенно приехал, немножко не понял, что произошло на взвешивании, потому что меня никто не предупредил о том, что у меня будет замена соперника. Вышел другой соперник. Но у меня всегда хорошо получалась импровизация в ринге. Почему? Потому что я умею бороться, люблю руками, ногами помахать. Универсальным я считаю себя бойцом. Поэтому вышел я уверенно одолел первого своего соперника. Затем я должен был драться с Ахмедом Султановым, но у него была травма. И поскольку у него была травма, у меня произошла замена соперника, 2-й бой. И я бился с Денисом Комкиным. Это, можно сказать, такой был на тот момент прорыв в моей карьере, потому что он был намного опытней, он уже был на слуху, он бился с очень сильными бойцами, побеждал сильных бойцов. И мы устроили очень хороший бой, подрались очень с ним хорошо и зрелищно. В этом бою я вышел победителем. Затем в финале я встретился с Ахмедом Султановым, которого точно так же уверенно смог одолеть. Не досрочно, по очкам, но уверенно. Все раунды я забрал и стал чемпионом M1 Selection. Кстати, я помню, что Денис Комкин участвовал в соревнованиях по силе удара в Санкт-Петербурге. И он, по-моему, там занял какое-то призовое место. То есть получается, что у него был один из сильных ударов вообще из всех этих участников. И ощущал ли ты его удары
вот во время поединка с ним? Его удар я ощутил в первом раунде на первой минуте. Когда он мне зарядил, у меня голова чуть не улетела с ринга. Я хорошо ощутил силу его удара, так что не зря он занял там призовое место. Удар у него бешеный. Можно ли сказать, что вот твоя подготовка на любительских чемпионатах вот, по кикбоксингу и самбо, и это регулярное выступление на соревнованиях, помогло тебе хоть и с травмами, но эмоционально лучше подойти вот, к боям на M1 Selection? Что у тебя не было большой паузы, что ты постоянно регулярно выступал и как-то психологически чувствовал себя, что ли, ну, уверенней, так как была регулярность боев? Если взглянуть назад, то я считаю, что это очень глупо. Я ехал туда весь разбитый, и лишь только, что я сам по себе такой в себе уверенный, а на тот момент так вообще бешено уверенный в себе был, я все это делал. Если я когда-то буду тренировать, и у меня будут воспитанники на моей ответственности, я бы им не разрешил такого делать. Ну, то есть твое мнение, что лучше выступать меньше, но к ответственным боям подходить полностью здоровыми, чем выступать больше, набирать вот опыт боев, но иметь риск получить травму? Ну, можно и так сказать, да. Одержав 6 побед подряд в М1 и выиграв турнир M1 Selection в 2015 году, ты получаешь право провести бой за титул M1 против поляка Марчина Тыбуры. Хочу напомнить, что M1 на тот момент была точно самым крупным промоушеном, самой большой организацией в России. 2013-2014 год М1 по ростеру тяжеловесов выступал только UFC. Второй по рейтингу тяжеловесов было М1 в мире. За плечами у тебя было 9 побед и 0 поражений. Насколько хорошо можно было подготовиться к титульному бою в Эстонии? И верил ли ты тогда, что ты сможешь одержать победу вот в этом титульном поединке? Уверенности тогда у меня точно так же было, хоть отбавляй, в себе. И подготовиться, если честно, в любых условиях можно к бою. Я считаю, что многое зависит, конечно, от психологической подготовки, но все-таки в бою с Марчином Тыбурой я впервые столкнулся с сильным грэпплингом и вообще понял, что такое грэпплинг и джиу-джитсу, когда они цепляются как клещи, потому что до этого я боролся с самбисты, дзюдоисты, которые этому много внимания не уделяют. Ну, максимум рычаг, локтя, кимура, там, что-то в таком исполнении, и то без завязки ног. Люди так к тебе не прилипают, как джитсеры, как грэпплеры. И это была моя, так скажем, первая, можно сказать, ошибка в бою с Марчином Тыбурой, потому что там много факторов сыграло. Первое, что поединок перенесли, мы готовились, и поединок перенесли на 3 недели. И произошел перенос, я чуть-чуть перегрузился, и перед вылетом я заболел. Заболел гриппом. Была серьезная температура у меня, под 40. И сбивать не получалось. Бой был в Китае, перелет длинный, 10 часов. Ну, в таком состоянии, сами понимаете. Я вылетел 120 килограмм, пролетел туда 115 килограмм. Потерял очень много сил, нервов. И перед боем, конечно, делается такая неплохая продышка. Дышу я всегда хорошо. И тренируюсь я всегда, дай Боже. Но, я скажу честно, на тренировке за минуту я устал так. У меня было бешеное сердцебиение. Но у меня дома была беременная невеста. Нужно было решать вопрос с жильем, со свадьбой, и поэтому я согласился биться. В принципе, в какой-то степени я понимал, что нужно сняться, но большой фактор, конечно, сыграли в этом бою. Все равно финансы играют роль, что нужно жить, нужно за все платить, и сняться на тот момент я не мог. Ну, давай представим, что ты полностью здоров. Подготовка прошла хорошо. Как думаешь, вот результат мог бы быть другим? Если говорить честно, мне кажется, результат мог бы быть другим даже в том состоянии, в котором я был. Потому что я
Физически почти всегда превосхожу всех своих оппонентов, даже если не технически. На одной физухе можно вылезать. Но у меня не было подбадривания в тот момент. Меня никто не толкал вперед. Меня никто не гнал вперед. Не было такой бешеной поддержки. Когда тебя бьют, тебе никто не кричит: потерпи, перетерпи, здесь там грамотный совет, то есть вот этого немного не хватало. И пропустил, сколько я пропустил? Порядка 50 ударов в партере Тебура мне нанес. Если даже не брать то, что они были сильно акцентированы, поверьте, любой тычок в голову просто на тренировке, либо этот тычок на соревнованиях, когда кто-то сверху сидит на вас и вас бьет, это совсем большая разница. Этот каждый тычок ощущается как удар бейсбольной битой. И когда порядка в 50 пропустил, уже плывешь, ничего не соображаешь, конечно, пропустил удушку. Вот подбадривание ты имеешь в виду, точнее говоришь об этом, вот, что ты имеешь в виду, то есть кто должен подбадривать, как это должно выглядеть вот в твоем случае? В моем случае? Да. Нужно громко кричать, давать советы, быть со мной на одном эмоциональном уровне сопереживания, но при этом не давать эмоциям власти над мозгами, чтобы ты мог фокусироваться и давать грамотный совет в этот момент. Куда выйти, что выйти. Было некое непонимание между тобой и твоими угловыми, можно так сказать? Да, не было сплоченности в команде. И для тебя это важно? Это очень важный момент. Я думаю, что это не только для меня важно. Сборы все, которые я проехал, посмотрел, это важно абсолютно для всех. Кстати, через 2 боя Марчин Тебура попал в UFC, самую сильную лигу ММА в мире, что опять же говорит об уровне твоей оппозиции. Для многих спортсменов попасть в UFC – это их главная мечта. Скажи, есть ли такая мечта у тебя? У меня никогда не было такой мечты попасть в UFC, и я не один раз мог подписать с ними контракт, но на тот момент не подписывал. Не знаю, мне все время хотелось, если уж попасть в UFC, я не знаю почему, для людей как бы это более значимо, и она такая раскрученная федерация, и ты можешь драться с какими-то мешками, скажем, в UFC, и ты будешь более значимый, чем если ты выиграешь, скажем, Александра и Федора Емельяненко в России. Для людей и многих победа в UFC значит больше. Для меня такого нет, такой значимости. Но я всегда в своей голове хотел сначала созреть до конца в боях. Я понимал, что где-то что-то не созрел, может не физически, а именно эмоционально и морально. Я чувствовал, что туда нужно прийти и просто всех бомбить. Как сделал, например, Макгрегор. И я понимаю, что сейчас я подхожу к этому моменту. Нужно выровняться, нужно держать пару хороших побед. Но я все равно не рвусь туда. Если мне предложат хорошие условия здесь, я буду драться здесь. Ну, то есть ты не считаешь, что UFC является сильнейшей лигой в мире? По раскрученности она сильнейшая лига. А по уровню бойцов? По уровню бойцов? По мастерству? По мастерству, по уровню бойцов. Всегда, знаете, настолько это по-разному, смотря кого брать. И тут очень большой вопрос еще стоит в фармакологии. В UFC сейчас почему все рвутся драться? Потому что там, можно сказать, более чистый спорт. Конечно, есть лазейки обойти допинг-контроль, потому что когда читаешь новости, того попали, того поймали, или когда ты смотришь на бойцов и конкретно понимаешь, что он заряженный на фарме, потому что ты умеешь это различать очень. В России за этим следят, но не так усердно. И, как сказать, скажу откровенно и правдиво, я считаю, что самое тяжелое в боях без правил – это когда тебя завалили, на тебя сели и тебя забивают. А в UFC хороший бонус, и там все стараются драться в стойке. Мало кто борется. Возьмите тяжелый вес, это делает только Олейник и Кормье, кто идет конкретно бороться. И то Кормье не всегда. А в России
Ребята универсалы. На фоне адреналина любой человек, защищая себя, будет бить. И бить сильно. А тяжеловес так уж будет бить очень сильно. А вот уметь бороться, это уже мастерство совсем другого уровня. И в России, поскольку национализировано так самбо, дзюдо, а ребята с Кавказа так вообще рождаются со званием мастера спорта по вольной борьбе, все намного сложнее, как мне кажется. Ну, в плане спортивном мне интереснее сейчас, мне больше нравится драться в России. Но это все даже и, если брать федерации, взвешивать, жестче. В АЦА, например, прям жестко. Там все жестко. Ребята, которые новые подписываются, я им говорю, что, ребят, тут прям чувствуется такая атмосфера, такая не спортивная, а атмосфера боев, именно драки. Я не могу сказать смешанные единоборства, я могу сказать бои без правил. Прям эмоциональность такая. Там заряд в зале прям такой, что там чувствуется легкая ненависть. Вот такие вот дела. Если в Штатах UFC все это пиарят для того, чтобы просто погромче бой продать, а потом выходят и понимают, смотрят друг друга. Ну, сейчас потехничнее подеремся, выйдем отсюда здоровыми, постараемся выйти. Нет, у нас на полушарии не так. У нас ребята бьются и там теряют очень много здоровья в каждом поединке своем. То есть из твоих слов я понимаю, что оппозиция в России и уровень спортсменов в России, если мы возьмем тяжелый вес, он не хуже, чем в Америке? Конечно, нет. Давай подведем некий итог. То есть ты считаешь, что UFC не сколько самая сильная организация в мире, сколько самая раскрученная? Точно. Итак, двигаемся дальше. Сейчас ты выступаешь в лиге ACA. Да. По твоему мнению, ACA входит в пятерку сильнейших промоушенов мира? Естественно. Я думаю, что ACA входит в тройку сильнейших промоушенов мира. Смотри, есть у нас UFC, Bellator, АЦА, ну а дальше поехали, там уже кто как считает. А сейчас твой рекорд, если зайти на Sherdog, 14-7. Скажи, почему в какой-то момент количество проигрышей в твоем рекорде начало расти? Уровень. Чем дальше идешь, тем сложнее уровень начинает становиться. И нужно всегда расти. Двигаться, расти. И в техническом плане и моральном, конечно, психологическом тоже. В техническом плане проблем нет, сборы езжу, все, но даже первое мое поражение, оно всегда, нельзя сказать, что оно связано там, с семейной жизнью. Но в какой-то части появления в моей жизни больше ответственности. Уже не только спорт, уже есть и семейная жизнь, и дети, и это, скажем так, это очень трудно. Кто-то говорит, должен все отбросить, заниматься только спортом, уехать, кто-то может, я так не могу. Я могу отъехать только на какое-то время, и то не очень долго потренироваться, вернуться и снова поехать, потому что мне нравится уделять время детям. И технический план тоже. Я ездил в сборы в Москву, Польшу, смотрю внимательно, что ребята, да, они работают. Скажем, мои бои 3-4 года назад и сейчас уже изменились в том, что подготовиться в плане физически я также могу, но технически иногда не получается, потому что у нас нету бойцов тяжелого веса смешанных единоборств. Есть отдельно боксер, есть отдельно, скажем, кикбоксер или отдельно борец. Я прихожу, отдельно борюсь, отдельно боксирую, отдельно кикбоксирую. Но это совсем другое дело. Это не то. Потому что во время боя в клетке ты должен следить за всеми аспектами, абсолютно. Все аспекты. Когда я боксирую, у меня одна стойка. Кикбоксинг другая. В ММА у меня совсем другая стойка. Ноги должны быть пошире. Если я так стану широко с кикбоксером, например, отсушит ноги. Если чуть буду проваливаться, боксер будет легче встречать. И поэтому и получаются проблемы.
Скажи, а где есть такие партнеры или напарники? Польша вся богатая. Там настолько ММА сейчас распространен, что там в каждом дворе есть ребята, которые, мне кажется, могут неплохо выступать. Понятно, что уровень может не такой, но я ездил на сборы. Я не помню, как клуб этот назывался уже, если честно. Но я там тренировался. Там был Тебура, вместе тренировались. Амеленчук Даниэль, вместе тренировались. Еще пара было тяжеловесов, которых я видел, что они выступают в польских промоушенах, в различных. И в Москве. В Москве я нашел себе очень подходящую команду, подходящую по всем параметрам. Как бы мы подружились, даже ребята ездили на сборы совместные и по России, и не только в Москве. Потому что если я приезжаю к ним в Москву, получается, они дома. И у них тоже семьи, у них жены, и это тяжело. И поэтому мы иногда выезжали просто куда-нибудь, скажем, в Белгород, в какой-то хороший клуб, и мы там между собой, у нас иногда получалось по 10 человек тяжеловесов, по 8. И вот в таких вот моментах ты очень хорошо подготавливаешься. Но даже вот после таких качественных сборов есть еще момент травм. Последний свой поединок травму я получил. С Али Акбари, когда я дрался, я такой был подготовленный. Ну просто, я был настолько в себе уверенный, ну как хищник я шел. Я просто, даже когда бой начался, он имеет такую, так скажем, традицию. Он с первых секунд идет вперед и всех выносит. А со мной он не пошел вперед. 1,5 минуты он просто ходил и двигался. А я гонял его туда, куда хотел. Но в первом клинче, никто же не видит этого с экрана, у меня треснуло ребро. И поэтому он перевел меня в партер. Ну, я не знаю, те, кто ребра ломали, в принципе, должны понимать, какие это ощущения. А он не дурак, он почувствовал, что ребро треснуло. Он 2 раза чемпион мира по греко-римской борьбе. Он этот хруст услышал. И в партере, когда мы с ним лежали, я пытался за него зацепиться, у меня отключила руку и ногу, отключила левую сторону, я его пытался стянуть. А он грамотно отталкивался именно в ребра. И я это к чему говорю, что на этом уровне люди уже чувствуют, где тебя травмировали, где что. Вот вопрос травм, наверное, самый главный в проигрышах. А все, что подводит к травмам, это переутомление и перегрузы в обычной твоей бытовой, так скажем, жизни. Как часто ты выходишь на бой с травмой, с той или иной? Очень часто, почти всегда я выхожу на бой с травмами, потому что, скажем, взять Кормье, который дерется на сегодняшний день, 10 лет где-то, до его карьера длится. Я уже тоже дерусь 11 лет. Но он начал в 30 с чем-то после борьбы, а я начал в 19 лет. Конечно, травм у меня уже тоже много, но, дай бог, я бы еще лет 10 подрался. Было пару моментов, вот прям таких, когда все было супер. Например, в бою с Александром Волковым все было супер. Подожди, давай сейчас немножко дойдем до этого момента. Хотел подытожить предыдущие 2, скажем так, тезиса. Первый тезис, что наличие семьи, как я понимаю, все-таки тебя немножко отвлекает от полноценных тренировок сейчас. Немножко, может быть, делает тебя более внимательным, более мягким, внимательным к семье, более мягким и не таким злым и голодным, как раньше, когда ты был. Точное слово. Более мягким, а второе точное выражение – более злым. Потому что ребята, которые меня знают, которые со мной спаррингуют, мне конкретно говорят: Денис, тебе нужно просто перед боем пить озверинку. Ну, я не знаю, что это такое, но это понятно, что как бы хохма какая-то, смех. Что нужно снова, как раньше, немножко дикого поймать. Почему? Потому что я, наоборот, старался себя какое-то время, даже не я сам, мне всегда в уши лили, что там поспокойнее, двигаться нужно, и поспокойнее драться, потому что физухи не хватит. А мне хватит физухи. Я себя знаю, мне хватит физухи. Меня все потому, не то что сказать, боялись и не хотели драться, потому что я и дрался в таком стиле нон-стоп. Упали, там подеремся, встанем, дальше. Все любят встать и подышать. А я могу и не дышать. Потом подышу. Кстати, вот в таком стиле дрался Кейн Веласкес.
Вот, и он был известен этим, что он не уставал тогда, когда уставали его соперники. Ну, Кейн, я бы не сказал Кейн, я бы больше сравнил с Игорем Вовчанчиным, потому что он все-таки наносил всегда удары силовые. Я тоже стараюсь всегда бить каждый удар, я вкладываюсь. А Кейн Веласкес, он темповой. Он бьет такие, скажем, в тяжелом ударе все удары сильные, но они у него на расслабленных ручках, он брал количеством закидывать. А Вовчанчин все-таки он залипухи такие. И Федор Емельяненко точно так же. Залипухи упали, снова залипухи, встали, опять залипухи. Это классно. Это и зрелищно. Конечно, от этого есть большой риск, что ты сильно устанешь. Но пускай я лучше устану, но мне нравится биться все-таки с эмоциями. Не так, знаете, в этом деле важна победа. Я знаю, что многим фанатам очень важна победа, да и спортсменам тоже важна победа. Но иногда важно во всей этой жизненной суматохе просто пойти и подраться, и выпустить этого зверя, который внутри тебя сидит. Как последняя или предпоследняя часть Рокки Бальбоа. Почему он вернулся на ринг? Потому что он говорит, зверь у меня сидит, я его еще не, он не вышел из меня. И после боя он сказал, все, он вышел. Как я понимаю, ты еще не собираешься заканчивать с профессиональной карьерой? Скажи, вот для тебя что является, допустим, если для любого спортсмена-любителя, наверное, высшим достижением является золотая медаль на Олимпийских играх, то для бойца ММА что является наивысшим достижением, вот по твоей версии? Вот что ты должен завоевать, выиграть, победить кого, чтобы вот сказать, что да, вот я это сделал, я стал лучшим. Что это? Наивысшее достижение. Вопрос такой тоже очень глубокий. Ну, то есть для многих это является в ММА, это титул чемпиона UFC. Кто-то, кто завоевал титул чемпиона UFC, хочет завоевать второй титул UFC в новой весовой категории. Как это сделал, допустим, в свое время Конор Макгрегор, Даниэль Кормье, тот же самый, завоевал и в полутяжелой, и в тяжелой весовой категории. Любой титул для меня, чемпиона, это, конечно, очень круто. Ну, поскольку так все раскручено серьезно с UFC, можно сказать и так, что хочется титул UFC, но это тоже не предел мечтаний. Чтобы спокойно жить, нужно хорошенечко отодраться, и это нужно для того, чтобы ты мог спокойно жить. Ну, как спокойно, умиротворенно, что ты чувствуешь, что ты выполнил какую-то задачу. Для меня это именно мое эмоциональное состояние. Я до трясучки до сих пор, и надеюсь, это продлится еще лет 10, хочу биться и хочу драться. Когда я получаю звонок от матчмейкеров, ну или сообщение, что есть возможность подраться, я сразу говорю «да». Я даже не смотрю, с кем буду биться. Они мне говорят, ты же еще не видел с кем. Я говорю, да мне все равно. Да, без разницы с кем. Да, потому что я просто, это азарт, мне интересно. Я снова в этой стези, я снова тренируюсь. И у кого-то, ну, я люблю, когда смысл жизни не один. У меня, да, есть смысл жизни мой. Мои дети, семья, чтобы они росли и дарить им яркие жизненные моменты детства. Но также есть мой личный. Мне нравится выпускать пар и эмоции в клетке. Очень нравится. Окей, Денис, хорошо, давай тогда немножко по-другому зайдем. Что должен сделать боец ММА, чтобы ты или общественность, поклонники сказали, что вот он сейчас, вот он лучший? Вот что он должен делать? Конечно, выиграть титул UFC. Чтобы общественность сказала, что ты лучший, нужно выиграть титул UFC на сегодняшний день. К сожалению. Почему к сожалению? К сожалению, потому что всем наплевать на твои личные мнения, и на твои личные амбиции, твои личные состояния душевные и вообще все остальное. Окей. Ну, просто вот как по мне, человеку, который давно следит за UFC, и не только за UFC, за Strikeforce, за Bellator, все-таки
я сам пришел к мнению, что UFC это не просто самый раскрученный промоушен, но все-таки, особенно это видно, когда одни бойцы переходят из одного промоушена в UFC, будучи чемпионами, как они там становятся быстро не чемпионами, а просто такими средними рядовыми бойцами. И потом умные бойцы уже делают выводы, которые туда перешли, и вот могут расти. К примеру, как твой бывший соперник Александр Волков, который тоже еще достаточно недавно был на очень неплохом счету. Вчера, я посмотрел, он занимает на данный момент 6-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Кстати, он был также и бывшим чемпионом Беллатора. И ты с ним достаточно неплохо проводил бой до определенного момента. И вот давай вспомним этот бой. Бой был в 2016 году. Начало боя было точно за тобой. Но в третьем раунде базовый ударник задушил базового борца. Вот, расскажи, как так получилось? Очень просто. Он меня задушил. Это очень просто. Когда кислород перекрывают, там уже все, ничего не сделаешь. Выкладывался я с первой минуты. Подготовка бешеная была, как всегда. Подготовился я отлично. И все 5 раундов я точно так же отлично выдержал. Но сумбур в углу, который у меня происходил, не помог мне тогда одержать победу. Расскажи, что такое сумбур в углу вот в тот момент? Это Сумбур значит в углу, что? это, к примеру, прошел первый раунд, я его забрал. И второй, я его тоже забрал. И садился я на стул. И садился на стул Александр. Я садился уверенно, он садился, конечно, поникше. И у него 3 профессионала, которые, я после боя смотрел, говорили ему: Саша, все спокойно, он сдох. Сейчас ты все сделаешь, все, что нужно. На, попей. Массажируем ручки. Сейчас делай так. Бам-бам. Отходи здесь. Бам-бам. Коленочки хорошо прошло. Хорошо, коленочки, хорошо. Well, you don't have to be the greatest submission guy, BJJ guy from the guard. You know, just adopt a few wrestling moves. Иду я в угол. Сажусь. И начинается сумбур. Золотую дай быстрее воды попить. Никто не знает, что нужно делать. Никакого массажа. Попить мне никто не дал, хотя я просил 10 раз. Все мои действия критикуются. Не делай то, не делай это. В итоге в таком состоянии ты не понимаешь, что тебе нужно делать. Хорошо, ладно, я физически сильный, я понимаю, что пойдем дальше, но насколько бы физически ты не был сильный, дайте хоть попить немножко. Попить я тоже не получил. Головокружение уже серьезное, потому что все, кто бьются, знают, что после первого, второго, даже после первого раунда, если хорошо выкладываться и бороться сильно, начинает немножко свет тускнеть. Второй, третий уже очень тускло становится, если задать бешеный ритм драки. Ну, конечно, на этом фоне я снова Александра перевел. Он начал закидывать треугольник. И в моей голове были очень непонятные мысли. Закидывай. Вот так я про себя и думал. Закинь, зацепись покрепче. Потому что сейчас в стиле рэмпейджа я тебя подниму и шваркну как следует об ковер. Что, в принципе, я бы мог сделать. Но это очень большая глупость на таком уровне допустить такую ошибку на фоне усталости. Только я начал на него вставать, он хорошенечко зацепился. У Волкова ноги очень сильные. И я сам себя своими дельтами, когда наклонился вперед, пережал сонную артерию и пошел спать. И почти заснул, успел хлопнуть. Отлично сработанный у Саши треугольник, видно, он подготовил. И он его сделал очень нестандартно. Он на выпрямленных ногах сделал, с руками все сжал. В принципе, можно было в какой-то момент это стерпеть. Но поскольку я пошел вперед, иначе хотел его поднять, передавил себя своими же, можно сказать, мышцами еще, добавил к Александру. И
так и получилась сдача. Денис, а как ты думаешь, почему у тебя в углу был сумбур, была такая ситуация, что даже не мог получить воды? Нервы. Все очень сильно нервничают. Это главный фактор. У нас тяжело с хорошо профессиональными тренерами. И почему? Потому что люди еще очень сильно переживают. У меня в углу, например, был еще товарищ мой. Все люди, не имея опыта, они всегда говорят, как диванные эксперты, да я бы здесь вот так, да я бы там вот здесь, вот здесь. И тут то же самое. Поехали, конечно, о чем мы тебе там, помахать полотенцем, да попить, дать совет. А когда ты выходишь в зал, где 10 тысяч человек, и все на тебя смотрят, везде темно, а прожектор только на тебя, мало кто не теряется. Должен быть опыт. Потерялись, ребята. Ну, потерялись. Кстати, после этого боя Александр Волков как раз-таки подписал контракт с UFC. Не после этого поединка. У него еще была защита летом. Я просил реванш, а ему дали Аттила Вей, полутяж из Беллатора, чемпион, которого Волков нокаутировал в первом раунде без особых проблем. И тогда поехал драться в UFC. Да, он поехал в UFC, и, как я понимаю, может быть, даже не сколько заработать много денег, сколько попытаться стать чемпионом UFC. Опять же, мы приходим к этому же вопросу. Твоя главная цель сейчас какая? Помимо того, что ты хочешь драться. Стать чемпионом АЦА. Понятно. И кто сейчас чемпион АЦА? Мухаммад Вахаев. И как ты думаешь, по силам ли тебе его Мне одолеть? все по силам. Мне и UFC по силам. Мне и Беллатор по силам, и One FC по силам. Окей, хорошо. Как ты думаешь, можно ли полноценно подготовиться к бою за титул чемпиона ACA, готовясь в Эстонии? Да. Мы говорим про территорию Эстонии? Да. Или именно про бойцов, про которые возможности, здесь есть? которые есть на территории Эстонии, в том числе. Без въезда других спарринг-партнеров из других стран? Да, давай для начала вот без въезда. Без въезда. Если мы берем чисто, скажем так, эстонскую кровь и плоть и возможности. Кровь и плоть. Можно. Конечно, можно. Но нужно в себя верить и быть в себе уверенным очень сильно. Хорошо. Потому что в любом зале все выполняют одни и те же упражнения. С железками, плавание, бег, защита у стенки от борьбы, нападение у стенки, чтобы занять доминирующую позицию, спарринги, бокс, кикбокс. Да, не хватает именно смешанного стиля, но у меня уже достаточно опыта и чувствительности во время поединка, чтобы это как-то компенсировать за счет именно своего опыта. Кстати, как ты вообще относишься и переживаешь поражение? Вот на тот момент, когда ты проиграл Александру Волкову, это было твое второе поражение. Что было после этого? Какие эмоции ты испытывал? Ну, наверное, важно первое поражение, более важно Теборе. Очень было странно, потому что на тот момент я шел без поражений, и да все так же, как выиграл на моем эмоциональном фоне. Ночь без сна, тошнит, все болит. Только не мою руку подняли. Я, конечно, немножко настроение повеселее, когда ты выиграл, но оно у меня так получилось, связано не со мной. Окружающие вокруг меня более веселые, и мне это нравится. Мой эмоциональный фон, выиграл я или проиграл, он сильно не задевается. Я ниже ростом не стал. Сил у меня меньше не стало, и навыков меньше у меня не стало. Это работа, которую я выполняю. А вот окружающим почему-то очень сильно тяжело становится. А из-за них и мне становится немножко тяжелее. У них тускнеют глаза, они сидят, не разговаривают. А это никак не помогает после поединка. Посмотрите. Хотя дрался ты, а не они. Хотя дрался я. Если взять, можно смотреть до и после боя многих бойцов, даже, скажем, в UFC, да, которым все так болеют в тяжелом весе. Как там ведут себя тренера
И команда вообще после поражения должна быть психологическая работа, говорить не страшно, все нормально, ну хотя бы первую недельку. А когда этого нет, ну поддержки, тогда становится тяжело. Поэтому в этом плане, конечно, выиграть более приятно из-за этого, потому что ты выходишь, все хей-хоу, прыгают. Как говорится, у победителей много родителей, а проигравший сирота. Ну вот, если говорить в этом плане, то только из-за этого может быть тяжело. А если говорить только обо мне, о моих личных эмоциях и ощущениях, то поскольку у меня была довольно долгая любительская карьера по дзюдо, по самбо, я никогда не видел в поражении что-то такое сверхъестественное. Это обычное дело. Сегодня не получилось, получится завтра. Ты должен делать грамотные выводы. Если тебя ломает поражение, ну, не стоит драться, не стоит выступать, если тебе больше негативных эмоций, чем позитивных приносит это дело. Это должно приносить тебе позитивные эмоции, взрыв должен быть эмоций везде, на тренировке. А если ты паник, ты уже на тренировке не можешь нормально заниматься, ни дома, на окружающих смотреть не можешь. Не занимайся этим делом. Не нужно, ищи что-то позитивное, найди что-то другое. Давай вернемся к вопросу по поводу подготовки. Вот, скажем так, тоже являясь тренером, я все-таки понимаю, что у нас в Эстонии достаточно мало вообще возможностей, в том числе спарринг-партнеров, и меньше всего специалистов, которые бы знали, понимали вообще именно ММА как вид спорта, которые бы знали, как скомбинировать борьбу, ударную технику, болевые и удушающие. Вот, как по мне, то что я наблюдаю, так это то, что многие бойцы готовятся, ну, даже не в России, они катаются в Штаты, где есть много профессионалов. Кто-то готовится в России, кто-то, как говоришь, в Польше. Но я вот совершенно не представляю, что можно какому-то серьезному сопернику мирового уровня подготовиться хоть как-то, подготовиться в Эстонии. Вот. А ты говоришь, что можешь. Вот. Ну, не стоит забывать о моей уверенности в себе, которая тоже всегда вперед меня говорит. И я, в принципе, с ней согласен в каком-то плане. Из-за того, что я в себе уверен, я буду все это тащить всегда. И всегда буду говорить «да». И всегда буду говорить «да, я готов». Я уверен, потому что я готов, и я уверен. Ну, не кажется ли тебе, что все-таки... Мне кажется, когда ложишься на ночь, начинаются жизненные грузаны, иногда много чего начинает казаться. Но я пытаюсь их всегда откинуть. Почему? Потому что если нет возможности какой-то, другой выход нужно искать. И, скажем так, я самый титулованный, можно сказать, боец, не титулованный, а самый в рейтинге высокий, если брать эстонский уровень, да. И все, кто еще тоже сейчас бьются, они, конечно, бьются по любителям, я бьюсь по профи. Я первопроходец. Возможно, ребятам лет через 10, когда я начну тренировать, появится тренер, который будет понимать и знать, как все это скомбинировать. Это, наверное, буду я, потому что у меня есть большой опыт все это делать. Но на данный момент, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я всегда буду считать и говорить, что самое главное – это уверенность в себе. А условия для тренировки всегда можно найти. Так же, как можно всегда найти отговорку, чтобы не тренироваться. Давай пофантазируем и представим, что у тебя есть неограниченные возможности финансовые для подготовки, для организации своего тренировочного процесса. Вот расскажи твои шаги, что бы ты сделал, кого бы ты привлек, куда бы ты поехал, или как бы это все выглядело. Вот. Тебе дают там $1 миллион на подготовку, на один бой. Вот какие бы ты шаги принял? Шаги принял? Конечно, тренера разные. Один по физической подготовке, по ударной, по ММА, диетолога, грамотного массажиста. Это чтобы штаб был хороший, которые здесь были бы и да. Со мной бы. Ты бы пригласил всех сюда, или ты бы уехал к этим людям? Вот первый вопрос, вместе с семьей. Я бы сделал так, чтобы это было и здесь, а уезжать куда-то с семьей я
смысла не вижу, потому что уезжать нужно одному. Потому что нужно освободить свои мысли от того, что завтра утром мы встаем в 7, так, Мирошу нужно потом памперс поменять, ему одеть, все, покормить кашей, потом будем ратибошу, чистим зубки, мы идем от этих мыслей, чтобы я мог просто поспать. То есть тебе проще готовиться, когда семьи нет рядом? Да, мне проще готовиться, я их очень люблю, мне готовиться так проще. Но я, находясь на сборах, скучаю, мне хочется домой очень сильно. Приезжаешь, тут какое-то время тренируешься, снова уезжаю. У меня была уже система выработанная такая. Я, конечно, замотался тогда. Нужно делать по 2 недели. 2 недели на сборах, 2 недели дома. Я катался 10 недель, неделя тут, неделя там, в Москву. Поскольку у меня неограниченные финансовые возможности. Я не летал, ездил автобусом. Ну, это немножко утомительно, но я с этими делами нормально справляюсь. То есть если бы ты ездил, то ты бы ездил в Москву, не в Штаты готовиться? Попробовал бы и Штаты, попробовал бы и Таиланд. Посмотрите, Петр Ян, чемпион UFC, он в Таиланде тренируется, ездит. Ему не нужны Штаты. Он понимает, что тренироваться Волков тоже в Москве тренируется в основном. Только перед боем уже едет в Штаты, чтобы климатизацию пройти. То есть и в Москве есть все необходимые специалисты, которые тебе были нужны? Массажист? Конечно, конечно, есть. Давай поговорим немножко вообще про допинг в вашем спорте, в твоем спорте, в ММА. Вот если мы не берем UFC, вот, скажем так, бывшее постсоветское пространство, там, организации ACA, Fight Nights, что, наверное, там еще какая-то организация точно есть. М1. М1 она, вот. В если мы возьмем эти 3 организации. Ну, даже можно не эти. Давай еще возьмем бывший Pride, возьмем... Нет, это понятно. Там, ну, вот, допустим, вот мы возьмем сейчас вот наше время. Да. И, допустим, организации, где ты выступаешь, и вот конкурирующая организация на постсоветском пространстве. Вот как ты думаешь, вот многие или спортсмены используют допинг? Конечно. Конечно. Ну, как ты... Почему ты делаешь такой вывод? То есть, ведь ты либо видел, как они его используют, либо... Либо, если никто не проверяет, конечно, ребята будут это делать. Возьмите, например, интервью того же Майрбека Хасиева, основателя лиги ACA. Он правильные слова сказал. Он бы ввел допинг-контроль такой, чтобы был бы жесткий. Но он и сказал, тогда его должны вести все промоушены в России, а не только ACA. Я не приветствую употребление допинга, но я никого и не буду критиковать за употребление допинга, потому что это выбор каждого. Кто хочет, тот делает. И ребята откровенно говорят, кто допинг употребляет, что ощущения совсем другие, жизненные. Ну, допинг все сейчас, даже в UFC, марихуана тоже допинг. Да. Ну, хотят убрать из этого списка сейчас. Хотят убрать, но пока уберут, скажем, потеряли такого бойца, как Ник Диас, да, из-за этого. Глупо. Минимальная пауза, которая должна быть между боями, чтобы ты полностью восстановился эмоционально, физически. Вот как часто ты бы хотел выступать? Вот по-другому спрошу. Я бы хотел биться 3-4 раза в год. Стабильно. Это самое лучшее. Тогда ты можешь выставить для себя паузы и конкретно знать, вот столько времени у меня на отдых или нет. Потому что у меня были моменты, год не дрался. Ну, это жестко. И таких моментов у меня был не один раз. В М1, когда я бился, у меня были моменты, что я не дрался год. В ACA, в ACB тогда был один момент, когда я не дрался год. Это, тяжело, это простое, это тяжело. Потом тяжелее выходить, возвращаться, все делать. Ты постоянно тренируешься, не знаешь, когда выскочить, мало ли скажут, тогда-то бой, тебе там 2 недели, 3 на подготовку, тогда-то бой, может быть, у тебя будет месяц-два. Ты не можешь все время находиться в хорошей форме, бешеном режиме. Поэтому иногда, хорошие бойцы, доминирующие, проигрывают, потому что не успели подготовиться, а биться все равно нужно. В любом случае, это их хлеб, и это движет тоже. Скажи, может ли Денис Смолдарев достойно жить, зарабатывая на жизнь только боями? У каждого свое достойно. Мое достойно
Ну, нельзя сказать, что очень сильно минимальное. Я вообще очень экономный человек. У меня это получается делать. Но, наверное, нет. Самый большой гонорар, который ты получал за один бой? Самый большой гонорар. Я могу сказать, самый большой подарок, который я получал за один бой, это был в Ингушетии. Это был 1 000 000 рублей. Это самый большой подарок. А гонорары я, к сожалению, не имею права разглашать. Скажи, насколько профессиональному спортсмену из Эстонии важна поддержка спонсоров? И есть ли у тебя какая-либо поддержка спонсоров в Эстонии? Нет, поддержки спонсоров у меня нет. Она очень важна, потому что, как мы вернемся к вопросу, что бы было, если бы были неограниченные финансовые возможности. Ну, даже вопрос, скажем, питания, ну или массажа хотя бы раз в неделю, там 2, они очень важны для многих. Я, поскольку очень хорошо чувствую свое тело, сам себе могу промассажировать что-то сделать, но из-за того, что я такой человек сам, на сборы едем, я сам всем готовлю, я сам все делаю, все ребята спят, я все сам, из-за этого ты устаешь. И понимаешь, что это очень сильно необходимо. То есть можно ли сделать вывод, что у лучшего бойца ММА из Эстонии нет поддержки ни одного спонсора? Да. Но она была бы как минимум полезной. Конечно, была бы. Вот, поэтому я думаю, что те люди, кто нас сейчас слушают, что, может быть, среди них есть неравнодушные люди к единоборствам, которые, возможно, как-то свяжутся либо со мной, либо с Денисом. Рейтинг топ-3 стран по уровню подготовки или по уровню производства бойцов ММА. Неважно в каком порядке, Штаты попадают туда. Штаты попадают туда. Бразилия. Бразилия. Россия. Россия. Однозначно. Топ-3, конечно. Топ-3. То есть США, Россия, Бразилия. По количеству, если брать файт-карды, ты всегда почти видишь там в сильнейших промоушенах россиян, бразильцев и кого-нибудь со Штатов. Еще можно взять азиатские страны, потому что сейчас очень много привлекают ребят из тайского бокса туда, поэтому там азиатам это интересно. Ударники, они тоже неплохие. Теперь такой один из главных вопросов нашей передачи, немножко, возможно, философский, будет длинным, я зачитаю. С момента развала Советского Союза ни один боксер из Эстонии ни разу не смог даже отобраться на Олимпийские игры. Эстонские футболисты за это же время ни разу не смогли отобраться ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Хотя та же Исландия с численностью практически на 1 миллион меньше, чем в Эстонии, уже успела поиграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Эстонские дзюдоисты имели успех на Олимпийских играх в 2000-2004 годах, но с тех пор подобных результатов больше не было. По-твоему, с чем связаны такие скромные спортивные достижения нашей страны, хотя передо мной сейчас сидит человек, который доказал, что простой парень из Эстонии может конкурировать на равных с бойцами, входящих в десятку лучших спортсменов мира? Возьмем так. Ребята отдаются спорту. Ну, скажем, он с 7 лет занимается. Настает такой момент в его жизни, когда ему исполняется 18-19 лет, когда перед ним раскрываются двери, он совершеннолетний, он закончил школу, он и спортивный, вроде подает хорошие успехи в спорте. И университет, скажем, это можно все совмещать, и университет, и спорт, но все равно как-то перед тобой потом должен стоять выбор. А выбор в чем заключается? В светлом будущем. А светлое будущее у нас сейчас у всех что? Дом, ну, жена или муж, дети, обеспечение, да, если мы говорим о мужчине. Хочется финансового обеспечения. А если Слава поддерживает государство, этот вопрос финансовый, то ребята и заканчивают почти все драться на этом моменте. Ну, скажем, кто-нибудь зацепит юношескую Европу там, по боксу, по дзюдо, юниорскую.
А потом во взрослых уже начинаются проблемы выбора и проблемы финансов. Те, кого хорошо спонсируют, хорошо отдаются спорту, могут полностью себя отдать спорту, они обычно результаты и показывают. А так, один выстрел раз в 10 лет тебе финансовое обеспечение не принесет. Потому что я знаю наших ребят, даже дзюдоистов, да, наших, которые мне говорят про то, как их поддерживают в случае медалей и всего остального, то мне становится не смешно, мне становится ржачно, но при этом очень обидно. Становится очень обидно. Я тебя понял. Ну смотри, у нас есть, причина номер один это то, что государство не финансирует достаточно спорт, и поэтому, когда уже спортсмен должен принимать решение, становиться ли ему профессиональным спортсменом или не становиться, а выбрать работу со стабильным, скажем так, доходом, то многие выбирают работу со стабильным доходом. Да, почему? Еще почему? Снова же вспомним уверенность в себе. Очень много ребят в себе просто не уверены. Это, может, какие-то с детства проблемы, просто, может, в школе, в себе нужно быть уверенным. И, не знаю, когда я боролся, у нас многие ребята брали листик, там жеребьевка проходила и смотрели, с кем будешь бороться. Если видели там россиянина или француза, все просто, блин, я попал. И все, он уже обоссался, извините за выражение, он уже поплыл, он уже сидит сгоревший такой, и он выходит такой навстречу. Почему? Потому что почему-то он внушил себе в голове, что вот он из этой маленькой страны, Эстония, а он из большой России. А они забывают о том, что ты здесь в Эстонии ходишь на тренировки каждый день и тренируешься, и он там ходит на тренировки каждый день. Он так же, как ты, кушает эту гречку, рис, кефирчик пьет. Те же самые навыки, те же самые джеб, панч, боковой. То же самое он все изучает, и он точно так же готовится, и ты точно так же готовишься. Но почему-то уверенность в себе, они так гонят, тренерский штаб их. А у нас и как-то и тренера, что ли, уже в себя не верят. Ну, понятно, многие тренера, которые воспитывали там чемпионов, уже и возраст, и все, как бы не тот эмоциональный фон. Но самое главное – это уверенность в себе. Нужно верить в себя, нужно, кто бы что ни говорил тебе, ты не можешь, ты не сможешь. Почему? Да потому что ты из Эстонии, я сколько раз это слышал. И ничего страшного. Еще когда в Уснарве жил, ничего только не говорили. Ничего страшного. Пускай они говорят все, что хотят. Если у вас есть мечта, если ты к чему-то стремишься, верь и иди за этой мечтой. Если у тебя есть какая-то мечта, ты всю жизнь можешь жить с этой мечтой. Конечно, у тебя японская мудрость. Жизнь – дорога, а все наши дела и наши хобби, так скажем, это цветы вокруг этой дороги. И хорошо ведь, когда мы идем по дороге, и тут не одни красные тюльпаны, а там будут и желтые тюльпаны, и розы, и ромашки. И твоя жизнь должна быть разнообразна. При всем ты должен быть человеком разнообразным, но с мечтой и с целью, и уверенным в себе. Нельзя быть в себе неуверенным. Кто бы в вас эту неуверенность не вселял. Будь то родители, будь то одноклассники, будь кто угодно. Всегда нужно быть в себе уверенным и верить в себя в первую очередь. Поэтому я говорю, что лично я могу подготовиться к любому бою, к любому сопернику, лишь основываясь на своей уверенности в себе. Супер. Денис, скажи, как ты думаешь сам, откуда в тебе такая уверенность в себе? Звезды. То есть тебя никто не воспитывал так с детства? Нет, так меня никто не воспитывал с детства. Знак зодиака – Овен. Кто-то скажет глупо, что во все это верить, это ваш выбор. Я верю во все это. Ты уже краем, скажем так, немножко затронул эту тему. Есть ли у тебя сейчас тренер? И если есть, то кто это? Тренера у меня сейчас нет. Я сам по себе тренируюсь. И
Как бы так. Нужен ли тебе тренер? Тренер? Мне нужен наставник. Тренер-наставник, который смог бы это совместить в одном человеке. Переходим к простым вопросам. Самый сложный бой в твоей карьере? Самый сложный бой в моей карьере. Я не могу так быстро ответить на блиц сейчас. Почему? Потому что тоже вопрос такой, где я больше всего устал или сложности по уровню. Наверное, самый сложный бой в эмоциональном фоне моем был против Кенни Гарнера. Потому что это было ужасно, это было отвратительно. Я его очень люблю, он мой большой товарищ, друг. Мне пришлось его бить. И у меня вообще был стресс после этого боя. И я вообще ненавижу, что нас поставили, что нас развели обоих. И вообще этот бой состоялся. Был ли ты когда-нибудь близок по ощущениям к смерти в бою? По ощущениям к смерти, наверное, да. Каждая удушка. И если ты не похлопаешь или вовремя тебя не вытащат, то можно и на том свете оказаться. Но прям такого ощущения страха никогда не было. Сильнейший тяжеловес ММА на данный момент? Сильнейший тяжеловес ММА на По данный рейтингу момент. Дениса Смолдарева? По рейтингу моему Федор Емельяненко. Не, на данный момент. Федор Емельяненко. Хорошо. Сильнейший тяжеловес ММА за все время? Федор Емельяненко. Сильнейший боец ММА на данный момент? Не обязательно тяжеловес. Вообще. Любая весовая категория. 2. Федор Емельяненко и Хабиб. Надо было загнуть первым этот палец. Сильнейший боец ММА за все время? Вне зависимости от весовой категории. Федор Емельяненко. Не Джон Джонс. Нет, почему он? А почему не он? А почему он? Я людей взвешиваю не только бои, но и просто как человек. Прайд Я и- ничего против него не имею. Прайд вечен. Прайд вечен. Подожди, прайд или UFC? Прайд. Прайд. Стойка? Верните прайд. Стойка или партер? ММА. Ну окей, но в ММА тебе больше нравится работать в стойке или в партере? Мне нравится грамотная работа в борьбе. Люблю работу в борьбе. И стойку я люблю нестандартную. Я люблю стойку размашистую. Я люблю, когда засаживают удары. Как танк Эббот бил. Вот такие вот, как Вовчанченко, как Федор. Вот эту вот классику раскидывания мне не очень нравится. Вот как Нгану летит, просто заколачивает. Вот эту такую стойку я люблю. А смотреть 5 раундов, как они двигаются, нарабатывают очки, нет, ненавижу. Пускай они лучше друг друга борют. Там они хоть уставать будут. Любимый прием или удар? Любимый прием из бросков – раскрутка, грудь. Болевой кимура, удар, оверхенд с правой. И последнее. Что бы ты пожелал спортсмену из Эстонии, который хочет попробовать себя в ММА, достичь каких-то высот и, может быть, мечтает завоевать титул чемпиона UFC? Удачи хотелось бы пожелать. Это немаловажно. И терпение. Но главное – удачи. И еще трудолюбие. И если что, можешь написать. Могу дать какой-нибудь совет. Просто так. Это был Денис Смолдарев.